Рождение и смерть – две золотые точки, а между ними жизнь, упругая струна. И я иду по ней, мне тяжело, нет мочи, но я иду, тревог и радости полна. Как долго я жила с родиной в разлуке, как долго я ждала ее вестей благих. И вот вернулась я, и кончились все муки. О, Родина моя, я здесь, у ног твоих, и не нужны теперь мне наслаждения рая. Прижми к своей груди, утешь и успокой. Блажен, кто родился в чудесном этом крае. Блажен, кто здесь найдет последний свой покой. Немцы не только бомбили самолетами, но и стреляли снарядами с моря, их военные корабли. А все снаряды, я помню, попадали в деревни. Вот мамина деревня Ай-Василь и верхняя часть Дерекоя. Когда начиналась бомбежка или обстрелы, мы из деревни Дерекой бежали в мамину деревню Ай-Василь, а это все пешком недолго идти, чуть-чуть в горку. И даже мы не в самой деревне прятались, потому что люди уже знали, что когда стреляют с моря, то попадают как раз по домам. А мы бежали еще в лес. Голодали, было впроголодь. Когда ушла советская армия, 1 или 2 дня в Крыму никого не было, немцы еще не подошли, но уходя, советская армия подожгла все склады с продуктами питания. Взрослые бросились в город, когда увидели, горит склад, в котором еда, а еда эта была явно предназначена для армии. Я помню, мы некоторое время, мама пошла с соседями и взяла сколько-то сухая картошка. И мама ее варила, она пахла керосином. Я до сих пор помню запах этого. Эта мечеть была в советское время превращена в клуб. Кино мы там смотрели. Когда пришли немцы, через какое-то время клуб закрыли и открыли мечеть. Однажды мама нам сказала: сегодня наш папа будет читать эзан. А папа, оказывается, я до сих пор не знала, учился в Зинджирлы медресе. У моста мы сидим между Ай-Василием и Дерекоем. Все там собираются, и мама видит, соседи взяли полмешка, мешок муки, что-то еще, картошка, хлеб, что-то одежда, мешки. А у нас ничего, только узелок. И мама сказала: там есть мука, насыпь в наволочку, возьми маленькую кастрюлю, возьми 3 большие ложки и 1 маленькую для младшей сестры. Возьми 1 нож и ножницы. Все, вот это. А я пролезла через сломанное стекло, все это набрала. Мама взяла 1 курицу, отрубила ей голову и сказала: может, по дороге удастся. В наш вагон попала девушка, молодая, без вещей абсолютно, с 1 скрипкой в руках. А мы ехали недели 4, ну, может быть, и меньше.
И кто-то ей говорит: сыграй нам что-нибудь наши грустные, наши народные песни. А она стала играть эту мелодию, песню, и я знала. И люди тут же переделывали любовную песню, заменяли слова соответствующими нашей трагической ситуации. Yüksekte yerde penceremiz, harada perde, kolay değil vatandan ayrılmak, biz ağlemeyi kimleri ağlesin. И вдруг кто-то крикнул маме: «Зера, муж тебя ищет». И вдруг идет, а мы высунулись из вагона, мы не спустились, нам сказали не выходить. И мы видим, папа идет, я и сестра, а мама вообще встать не могла, она сидела и плакала, сидела и плакала. Он, оказывается, всех проходящих: татарский поезд, из Ялты есть, из Ялты есть, есть, сказали. И он встал, и он кого-то увидел знакомым, «Менимклери не редер демеш». А ему сказали: вот такой вагон, по-моему, 17-й. И папа мне, уже да, когда я взрослая стала, он говорил мне: Ольга, он единичий вагон, он unutmam derdi. Нам сказали: пока поживите вот здесь, перед школой, там большие арыки, сухие, деревья растут, тополя. Вот здесь прямо под деревьями. Комната с цементным полом маленькая, меньше, чем вот эта. Для киномеханика нам выделили эту цементную комнатку, и мы все там на полу цементном. Но у нас не было ни матрацев, ни одеял. Что мы делали? Мы набрали траву, высушили и постелили. Я не знаю, как мы выжили эту зиму. Мы из дому, дети, не выходили. Мы совсем ослабли, отощали. И когда пришла весна, наконец-то раздали нам участки земли. И мама в 45-м уже посадила, она пшеницу посадила, кукурузу, я помню, тоже варили из кукурузы молочной спелости. Мама ее размельчала, дёгер, прямо с какой-нибудь камнем, чем-то молочную. Добавляла чуть-чуть муки, где уж они брали, я не знаю. И делали лепешечки. Кроме того, когда она делала, варила, если находила картошку, шкурки не выбрасывались. Шкурки она тоже измельчала, добавляла муку и делала из картофельной шелухи шкурок нам лепешечки. Этот самолет был полон крымских татар. Там везде, куда ни повернись, татарская речь. Люди летели на родину. И папа мой, он же учился в медресе, он стал громко читать наши молитвы.
И все вокруг говорили «Аминь». Весь салон говорил «Аминь». Я это хорошо помню. И когда папе помогли спуститься по трапу, он только ступил на землю, отошел в сторону, наклонился, держась одной рукой за поручень, и прямо ладонью накрыл землю, поднес и тыльную сторону поцеловал. Я первый раз видела это. Я спросила: папа, что ты делаешь? Он сказал: я целую родную землю. Сегодня у меня 280 публикаций, и там среди них большая часть – это работы о крымско-татарском языке и о литературе. И я благодарна Создателю нашему Аллаху за то, что Он дал мне возможность что-то сделать для моего родного языка.